Друзья, всем привет! На календаре у нас сегодня 24 июля. И в наших краях, как мы видим, лето закончилось. Время сейчас уже 15:34, полчетвертого. А у нас только-только вот вышло солнышко и прекратился дождь. Сенокос у нас не завершился. Осталось немножко. День работы буквально. Только не надо было дождя. Сегодня 6:30 утра полил дождь. Естественно, мы никуда не поехали. Сохнет скошенное сено. Ой, мокнет скошенное сено. Промокло, вернее, уже. Сено у нас в копнах. Там, сколько у нас? 19 копен, что ли, осталось. Все это мокнет. Будем надеяться, что, ну, по прогнозу дождь. Неделя дождей, неделя холодной погоды. Как видите, все, я уже оделся. У меня уже свитер. Все такое. В общем, дождь прекратился. Решили прогуляться по лесу. Посмотрим грибочки, если есть. Взяли мешочек. Поднимусь на кедр. Если не свалюсь оттуда. В общем, вчера ездили на сенокос. Смотрю, шишки висят, шишки есть. В основном едем за кедровыми шишками, потому что они сейчас молочные. Если их отварить в воде с травой, чтобы смола вышла, то вот такая вот вкусняшка редкостная. Ну и возьмем этого баламута, тумана, пусть прогуляется. Ездил в Троицк, видел мелкие рябцы уже на крыле, летают. Так что никакого урона природе он не нанесет. Так что пусть прогуляется по лесу, порезвится, побегает, погавкает, может быть, что-нибудь. В общем, прогулочка где-то на час, на два, посмотрим, чем дышит лес, чем дышит наша тайга. Поехали. Что, Туман, готов к прогулке? Прогулочки готов, Туманчик? А, Туманчик, готов к прогулке? Гуляем. Пойдем прогуляемся. Пойдем. Ох, зверобой. Ох, зверобой, Туманчик. Ой, зверобой. Ведро возьмешь? Ну, пойдем, погуляем. Пойдем. А хороший птица. Его посадить надо. Тележку на самом деле он сам понесет. Поверх, прыгай. Ну, на место. На место вот так. Здесь на месте. Здесь. Поехали. Сидеть, Туманчик. Сейчас пойдем погуляем. Счастье, полные штаны у собаки. Да, собакен? Чуть-чуть не хватило у нас хорошей погоды, чтобы закончить сенокос, к сожалению. Почернела уже черемуха. Кстати, почему-то на лугах ее нету, то ли птицы съели, то ли что. Здесь немного вчера собрали. Литра 2-3, наверное. Далеко ехать не будем, отъедем вдоль асфальтовой дороги. Тут есть у нас места, где растут кедры. Если их не собрали, в общем, посмотрим. Будет видно. Что-нибудь да найдем. С охотки, конечно, хочется грибов найти, пожарить. Не знаю, может быть, немножко найдем. По крайней мере, сегодня с утра был дождь. Немножко грибов-то было уже. Думаю, что-нибудь да найдем. Поехали, встречаемся в лесу. Так, ну вот отъехали буквально совсем немножко от деревни. Смотрю, кедр раз, кедр два, кедр три. И как мы видим, вот, Роман, приблизь немного. Есть на верхушке есть шишки кедровые. Так что попробуем залезть на дерево. Ничего пилить, ничего ломать не будем. Попробуем аккуратно залезть и скинуть, как обычно мы это делаем.
Шишки еще для заготовки негодные. Когда они созревают, просто бьешь по дереву, они осыпаются. Этого сейчас пока не произойдет. Они еще молочные, но отварить и съесть, это будет вот такая вкусняшка. Да, Туманыч? Туман, туманище. Иди сюда. Иди сюда. Иди прогуляйся, иди прогуляйся, иди. Иди побегай, малыш. Вот так вот. Ох, счастье-то сколько, а? Много ли собаке надо для счастья? Это просто набегаться. Развить. Сам не верит даже. Скоро, Туманчик, уже в лес будем ходить уже. Через месяц у нас уже будет охота открыта. Так что мы еще побегаем. Ну все, пошли. Начнем шишек, а потом поищем грибочки. Вот, друзья, подошли к кедру. Еще не успел подняться, вижу, вон уже шишки, они лежат на земле. То есть кедровка их уже начала сшибать. Вот одна шишка, вон вторая, вот такая вот крупная шишка. Вон, ее уже начала коцать кедровка. Вот, она уже начала скидывать. Что обычно делают, когда кедровых шишек мало, они начинают скидывать, и шишки не успевают созревать. Как обычно, бац-бац, и не успеваем заготавливать, их уже нет очень много кедровки, потому что вон, две шишки мы уже нашли, даже не поднимаясь на дерево. Так что сейчас я что делаю? Карабкаюсь вот на эту сосну, как получается, рву шишки, кидаю сюда, а Роман будет собирать их в этот мешочек. Вот, как видим, уже не вроде, чтобы не пачкать штаны смолой. Так, здесь глянуть сразу. Пошел я пробовать. Опа. Вот он кедр. Ага, и ни одного сучка нет. И так-то просто еще и будет скарабкаться сюда без лестницы. Надо было лестницу хотя бы взять с собой. Не знаю, как я буду карабкаться. Но сучков здесь практически нет. Вот небольшие тонкие сучки. Они по-любому меня не выдержат. Надо было взять лестницу хотя бы. Дальше-то есть сучки повыше. Сюда я точно не заберусь без лестницы. Так, пойдем посмотрим. Не выдержит. Не выдержит. Вот хотя бы сюда лестницу пару метров, вот до толстых сучков вот этих. Пойдем глянем это. Второй кедр, там 3 кедра у нас рядом было. Пойдем, там может есть снизу сучки. Так, друзья, такая тенденция. В общем, на те кедры, на которые можно залезть, то есть сучки снизу, шишек уже нету. То есть народ уже посшибал все шишки. А на тех кедрах, на которых есть шишки, залезть никак. То есть снизу сучков вообще нету. Нужно или лестница, или так. Ну хорошо, хоть не пилят, и то хорошо. Потому что как-то я видел, собирал грибы, просто повалено было около 30 деревьев. Потом по слухам, конечно, узнал, кто это сделал. На пузырь они, мешок шишек там за 3-4 пузыря, что ли, продавали. Из-за 3-4 пузырей уничтожили целое, как сказать, семейство кедров, кедрач целый. Из-за нескольких мешков шишек, скажем так. Это уроды, их надо наказывать вообще жестко. Ну ладно, мы этого делать не будем, но сейчас попробуем забраться вот на это дерево. Не знаю, получится у меня, не получится. В детстве это у меня получалось очень хорошо. Посмотрим. Ну, не получится. Просьба сильно не смеяться. Вот с той стороны, наверное, лучше будет видно, нет? Сучков как бы нет.
Главное мне метра два хотя подняться. Раньше я на проводах зимы еще как лазил. Кстати, проткнул уже бродню. Одни убытки. Так, ну-ка, пробуем. Главное не грохнуть. Главное не грохнуться. Главное не грохнуться. Так, еще немного. Чуть-чуть. Чуть тонкие. Могут обломаться. Опа. Фу. Уже устал, но до первых сучков уже добрался. Главное сейчас не навернуться. Фу. Старость не радует. Фу. Раньше как-то это все было проще. Почему-то. Фу. Я, пожалуй, отдохну немножко. Запыхался. Рекламная пауза, может пока не снимать. Нет, друзья, что-то походу там сплошной, густые сучья. Будет тяжело. Дальше я не поеду, ну нафиг. Пошел-ка я с этого беру обратно. А то я навернусь и шею сломаю. Что же будет с моими детечками дорогими? Если я упаду, если я пропаду, когда сказки-то? Уже походу не тот возраст по деревьям лазить. Хотя можно, если осторожно. Ну, скажем так, не нужно. Ствол тонкий, сучков очень много, и они очень густые. То есть надо искать такой кедр, у которого снизу толстые сучья, толстые кедры бывают. Там можно хорошо держаться, отдохнуть. Но поблизости с таких кедров, с такого кедрача, все шишки уже собрали. Так что сейчас пойдем просто так побродим по лесу. Вон, все, может быть, найдем скинутые шишки. Но что-то лазить мне пока перехотелось. Пошли прогуляемся так. Фу. Нашли небольшой черничник. Не сказать бы, что много ягод, но она вот зрелая уже. Зрелая. Чуть-чуть, буквально пару дней, можно будет собирать. Вот нашел какой-то гриб. Не знаю, что это за грибок. Ну, фигня, это не гриб. Масленок. Или что-то такое. Но я такие грибы не ем. Так что пусть стоит. Не будем резать. Черника немного есть. Так что можно будет через пару-троечку дней приехать и пособирать чернику с молочком. Вот такая вот вкусняшка. Сейчас еще проверю. Одно место свое недалеко находится. Собрано, не собрано, есть там черника, нет. Чтобы потом приехать и собрать. Кедры есть. Шишки есть. Ну,
пока рановато. Будем надеяться, что кедровка всех их не соберет. И через недельки 3-4, когда шишка уже созреет, возьмем колотушку и будем просто бам! Так будет проще. Пошли, глянем наш. Вот, друзья, и первый гриб. Это подосиновик, но он уже вырастал давным-давно. Вот кто-то даже раздавил его, он полностью прогнил. Но это подосиновик. И, возможно, здесь рядом могут быть грибочки. Могут быть, а могут и не быть. Обычно так, если где-то старый гриб есть вокруг, нет, да бывает семейка такая. Ну, видать, еще время грибов не подошло. Это, видать, просто с прошлых дождей еще. Сейчас будет вот дождливое время, вот неделька дождей по прогнозу. И будем надеяться, что грибочки пойдут. Хотя, конечно, надо было сначала сенокосом закончить, потом эти грибочки. Ну, что теперь? Природа и природа. Так, пошли дальше. Так, все-таки, друзья, нашли немного черники, вот. И много-немного, но немножко пособираем, чтобы хотя бы детям с молочком поесть сегодня. А через 2-3 дня можно будет уже прийти, пособирать побольше. Заморозить, может быть, варенье сварить. Вот она, друзья. Наша северная ягода черника. Прошлый год ее вообще не было. В этом году хоть немножко есть. Не сказать бы, что ее так много. Но она есть. И мы ее сейчас пособираем. Ромка, тоже собираешь, да? Грибов нет. Нашли 2 старых подосиновика. И все. Пока еще не выросли. Так, ну что, разведка у нас получилась, скажем так. Ягода есть. Черника уже практически созрела. Можно сказать, даже созрела. Роман тоже пособирал вон. Это все? Угу. Ну ничего, Роман, скажем, что вместе собрали. Вот так вот, да? А видео доказательства? Нормально. Ну, это с молочком вот. Всем понемножку для пробы, особенно мелкому генчику, для зрения полезно. Ягод мы пособирали. В следующий раз мы сюда приедем всем семейством. И уже начнем серьезно сбор ягод. Так, ну что, а пока выезжаем отсюда. И знаю я одно грибное местечко, хотя бы на жареху собрать грибочков. Поехали. Так, ну что, друзья, Роман прошел, я иду за Ромкой. Главное, и сюда мы шли тоже, но сюда, может, по лесу прошли, не видели. Вот он, друзья. Первый гриб, свеженький довольно так. Кто-то говорит откручивать, кто-то говорит резать. Не знаю, посмотрим. Мы отрежем на основании. Вот такой вот грибочек. И походу он чистенький. По крайней мере, ножка чистая. А все остальное мы проверим уже дома. Не будем здесь сейчас разрезать. Не столько-то и грибов много. Это Роману ведро. Значит, грибы есть. Это радует. И надеюсь, сейчас мы еще не доехали до грибного места. Мы просто еще к машине уходим. И уже нашел на дороге прямо гриб. Возможно, еще что-нибудь да найдем. Так, может быть, что-нибудь да найдем. Сначала есть. Вот, вот еще гриб. Но он, наверное, так себе грибочек. Скажи, друзья. Этот, наверное, уже уставший гриб. Он не то чтобы гнилой, но он старый, друзья. Старый гриб, то он невкусный. Мы его не будем брать. Он какой-то гриб еще тоже подосиновик, скорее всего.
Надо брать такие свеженькие краснодоловички, подосиновички, они вкусные. А старый гриб, он... Так, губка. Там какие-то грибы. Не, я там проходил, это поганка. Не то. Это все не то. Ну, ничего, один гриб нашли, то хорошо. Сейчас поедем, прокатимся по грибным местам. Что-нибудь да найдем. Как я говорил вам, друзья, всего налима нельзя переколоть, также собрать все грибы. Вот мы прошли по этой дороге туда, ничего не заметили. Идем обратно, увидели один гриб, и вот уже второй гриб. Они же не выросли за 15 минут. Вон. А мы шли туда, его не заметили. Так, этот гриб с кривым корнем. Тут я просто отломил вот так. О, тоже бодренький. Появился у нас свет, походу, только сегодня, максимум вчера. Свеженький, бодренький грибочек. Так у нас в нашем арсенале уже 2 грибочка. А туда шли, не заметили в траве. Получается, все-таки грибы пошли. Вот и старый грибочек. Ну почему-то поодиночке, только нет такого, чтобы в семействе не ходили. Ну и то хорошо. Потихоньку, потихоньку. Очень маленькая жарежка уже есть. Полезно. 30 километров в час бежит, да? Да. Это 40 попробуем. Отстает. Отстает, да, 40? Ну он это так, для конца бежит, экономит силы. Побегает, спортом позанимается. Если не хочет брать машину, еще едет. Блин, сделали машину, твою дивизию, деньги собрали. Машина как погремушка, вся разваливается. Всю ходовую поменяли. Ломастеры хреновы, блин. Я не знаю, бля, как так можно ремонтировать машину, что они за 100 километров опять рассыпались, блин. Надо других мастеров, походу, искать. Вот машинка едет. Туманчика не вижу, в лес что ли убежал? Рыбалку, наверное, а мы тут херней страдаем. Слышь, да, как погремушка вся? Угу. Точно, походу, что-то забыли закрутить. Поменял амортизатор, поменял рулевую трапецию и просто погремушка. Буквально 100 километров до деревни доехал, и все, она загремела. О, развалится сейчас. А ямы нет. Так бы я сам сделал. А у меня нет ни ямы, ни гаража. О, ну ладно. Туман решил сегодня в лесу походу остаться. Ну, недалеко уже до деревни. 3 километра пробежит, увидит, машина остановится. Сейчас поедем, друзья, на грибные места, скажем так. На близкий рубеж, на ближние грибные места. Грибные места, во. Правда, наверное, народ уже прошелся там, ну ничего. Наши грибы никто не соберет. Наши грибы для нас. Поехали. Так, с Романом приехали на, так сказать, грибное место. Расходимся, Роман в одну сторону, я в другую. Что увидим, попробуем собрать. Заодно вон кедры вижу. Посмотрю, может, что и кедровые поймаю, говорю.
Кто-то уже ходил. Вон следы. Сегодня, вчера. Ну, тут от деревни недалеко бабуськи. Да и не только. Ходят. Ну ничего. Под каждое дерево они не заглянут. Так что свои грибы мы найдем по-любому. Если они были, если они есть. Так, минут 15 ходьбы. И вот он, друзья. Вижу два грибочка. Два красноголовичка. Один-то точно походу хороший. Вот они. Вот они. Вот этот точно хороший. Сидит крепко. Вот он. А это сейчас мы посмотрим. Вот еще один. Вот еще один малыш. Его тоже забираем. Вот такой вот малышочек. Ножка толстая, шляпка вообще маленькая, махонькая. Ладно, Валентина дома разберется. И также забираем мы вот этого. Ох, этот походу устал. Запинаться стал. Вот этот староват уже, гнилой. Да. К сожалению, ничего интересного у него уже нету. Ладно. И то хорошо, потихонечку набирается. Не знаю, как там Роман. Он пошел по другой стороне. Но немного, скажу вам, друзья, грибов немного. Видать, только-только еще начали расти. Даже старых мало. Прошлый или позапрошлый год я в этих местах довольно быстренько набрал пол ведерочка. Тоже в дождливую погоду ходил, собирал грибочки. В этом году пока похуже. Ну вот, друзья, теперь, наверное, жареха точно уже будет. Уже иду к машине. Потерял надежду. И вот такие вот 3 грибочка. Заметил издалека. И мне кажется, они вполне пригодны. Ага, вот он. Один красноголовичек чистый. Нашел еще вот такой кусок алюминиевой проволоки. Вот такой вот один грибочек. Вот. Второй. Ничего не буду чистить. Дома Валентина разберется. И третий. Третий гриб. Теперь точно жарешка на маленькую сковородку точно будет. Вон, если слышите, кедровки как орут во все горло. Быстрее, быстрее собирайте все шишки, чтобы никому не досталось. Грибов мало, очень мало. Только-только начали расти еще. Но природа матушка нас без грибов не оставила. И это очень хорошо. И огромное за это ей спасибо. Немножко чернички собрали, немножко грибочков. Все прекрасно. Ну а теперь можно идти к Роману, посмотрим, может и он что нашел. Сейчас глянем. Ну что, Роман, нашел что-нибудь? Нет? Да ладно. И вон. Сколько там? 2 грибочка. Вот раз, два. Здесь недалеко нашел. Эти 3. А там все, что обошел, тоже один старый нашел и 2 вот маленьких таких, и все. Тоже итог не выйдет. Не знаю, он посмотрит. Вон и кусок алюминиевой проволоки нашел. Так что как-то вот так. Немного грибов, немного ягод. Поехали домой, я уж кушать захотел. Туманчик, туман, на, держи-ка.
Пока Туман пришел, поехали. Да, я тебя сразу прицеплю. Туман, иди сюда, Туман. Сейчас, видишь, он не придет. Да вот он здесь. Туман. Хитрюга, а? Только что был здесь уже. Вот он. Туман! Иди ко мне. Туман! Иди ко мне. Лок, лок. Ну я тебе. Сейчас придется отъехать от асфальта, его сейчас еще и не поймаешь. Ладно. Будем ловить Тумана. Хитрюга еще редкостный. Все никак не нагуляется. Вот ходил, все рядом ходил. Только стоило сесть мне, подойти к машине, уже все. Так, ключики сам. Поехали домой. И ты вытащил ключи? Нет. Сидухи. Дурочка, на 4 кулачка. Обманули, да, Туман? Обманули тебя. Ну ты, вонючка, опять что-то тухлятину какую-то жрал. Ладно, поехали домой. Домой, Туманчик, домой.